Со строгой армейской выправкой и в новой военной форме ингушские призывники выстроились на плацу военного комиссариата. В этом ряду и 19-летний Солех Дасхоев. Он с детства мечтал стать военным и после окончания школы с выбором будущей профессии долго не задумывался. Солех, как и его товарищи, намерен достойно отслужить в армии, а после продолжить службу по контракту, а пока едет в Тверскую область. В ближайшие 12 месяцев ему предстоит служить в военно-воздушных силах. Служить здесь, что был, что был, чего вес. فو موخو خاصني ضعوا تحي ديلور بي جويس كده أتاخي تجي جامبو جوس وويس وغ سين دالنيشم دال يندلي контракт ине. Что же касается багажа, то у призывника он весьма скромный. Будущий рядовой Дасхоев с собой берет лишь ручную кладь. Дорогу берет солдат. Зубную щетку, станки, тапочки, униформа зимняя, полотенце и все. В общем, все самое необходимое в дороге, да? Да. Провожают единственного сына самые родные люди, мама и сестра. Новобранцу желают хорошей дороги и удачной службы. Надеются, это время пролетит незаметно. Ну, 14 призывников направляются в войсковую часть в Тверской области, где дислоцируется военно-транспортная авиация. Кстати, в этом году, по сравнению с прошлым, именно в эту часть призвано больше ребят из нашей республики. Инженер группы отмечает, ингушские ребята отличаются хорошей дисциплиной и ответственностью. Показывают хороший пример. Всем остальным не конфликтуют, физически подготовленные, посмотрел их личные дела, характеристики почитали, все нормально, занимаются спортом, нам такие люди нужны. С напутственным словом к призывникам обращаются старейшины, а боевой дух ребят поднимают и настраивают на хорошую службу концертной программой. Советчики армии вот знак вахтенорса. Армия давала служить дикхамда, цар нагда должи, вайкам нагда должи, дикхамда. В рамках осенней призывной кампании из Ингушетии призвано 200 ребят. Из них 140 новобранцев направлены на службу в ряды вооруженных сил, а остальные войска Нацгвардии. Сегодня военную форму примеряет 21 призывник. 16 из них отправляются служить в ВВС и войска космических сил. 3 человека в сухопутные войска в Самару и 2 в войска Нацгвардии в Екатеринбург. Из призывников мы направляем войска, в первую очередь, это граждане, имеющие высшее, среднее профессиональное образование и имеющие подготовку в ДСАФ, в автошколах. Это водители категории С, Д и Е. Вот сегодня, например, уходит 2 водителя категории Е, 1 водитель категории Д и остальные водители категории С. Цель у призывников одна – отдать долг Родине. Ведь защита своего Отечества – это обязанность каждого гражданина страны. А ровно через год на этом же самом месте ребят будут встречать так же радушно и весело. Но каждый из них будет уже в новом статусе. Исуп Гелисханов, Гапур Чахкиев, Новости 24.